Я хочу сказать три вещи или три фактора, не знаю, как назвать, сегодня губят нас. Это первое – популизм, второе – дилетантизм, некомпетентность – это одно и то же, и третье – безответственность. Вы знаете… Нет умышленных действий? Вы не думаете об этом? Они могут везде присутствовать. Нет. Я вот, понимаете как, наблюдая, как у нас идут процессы, вот эти три фактора, они присутствуют. И они доминируют сегодня, к сожалению. Понимаете, сегодня даже личное подсобное хозяйство невозможно развивать без науки. Ну, не может быть серьезные внутриполитические, внешнеполиэкономические вопросы решаться на уровне улицы. Это очень популярно стало у нас, понимаете, это очень опасно. Более того, что вы говорите, любые программы, которые мы предлагаем, ни одна программа не может быть реализована в дезинтегрированном обществе, где общество расколото. Сегодня у нас мы создали систему, знаете, вот систему взаимоотношений, назвали его суверенитетом, государством, не знаю, как хотите. Вот эту систему никто не хочет менять, никто не хочет ее трогать. А вот эта система является тормозящим фактором. Мы создали условия для, знаете, вот воспроизводства ненависти, негативного отношения к друг другу. Оно само собой производится. Не надо никаких внешних усилий. Мы создали такую систему, к сожалению. Поэтому, знаете как, ну, я буду говорить, это будет стандартная фраза, да, где нет стабильности социально-экономической, никакого развития не будет. Сегодня, если мы не будем думать о нашей экономической состоятельности, о нашей экономического развития, именно когда мы, вот представьте, что, скажем, внешний фактор отсутствует, наше государство вынуждено объявить дефолт, что популярным языком сказать, это будет государство-банкрот, которое не может ответить по своим обязательствам ни перед кем, учителями, врачами и так далее, и так далее. Вот самая большая опасность, которая у нас сидит. Мы вот как-то вот, я, конечно, на уровень не вытягиваю, да, вот формулировки, но он правильную вещь Беслан сказал нам. Понимаете, сегодня в Абхазии побеждает иррациональное, рационально не воспринимается. Это гибель нашей нации, это конец нашего этноса. Ну, вроде бы такая, а за ней ничего не стоит. Понимаете, сказано все, но ничего конкретно. Вот такие выражения, они как бы доминируют. Мы так никогда не сможем ничего добиться. У нас не будет экономической перспективы, не будет развития, пока мы сами не будем стараться набрать свои силы, сами решать свои вопросы. Понимаете, я еще много чего хотел бы сказать, но с учетом того, что у нас огромный дефицит времени, к сожалению, ну, я на этом закруглюсь.